Время новостей в студии Луиза Хатуева и коротко о главных событиях к этому часу. Утвержден Кабинет министров республики. Рамзан Кадыров провел совещание с руководителями ведомств. Микроавтобус на высокой скорости врезался в дерево. Детали устанавливаются экспертами, после чего будут ясны уже все наши результаты. Авария произошла на Старопромысловском шоссе. Китайским инвесторам презентовали проект геотермальной станции. Использование натуральных ресурсов и их реализация – вот что интересует Китай. Гости из Поднебесной оценивают инвестиционную привлекательность Чечни. В Грозном прошла официальная церемония посвящения учащихся в студенты. Лучшие условия, здесь лучшие преподаватели, которые некоторые работали за границей. Экономический правовой колледж готовит новых специалистов. Рамзан Кадыров посетил многофункциональный центр подготовки «Собортерик». В ходе инспекции глава республики проверил экипировку и техническое оснащение подразделения. Увиденное оставило положительное впечатление. Начально я двухкомнатный дом, 2 комнаты и там навес был такой. И там я первую группу там заселил, и так все начинал. И сейчас, Рамзан Ахмадович, Сейчас-то. все условия, все идеальнейшие условия для проживания, тренировки, обучения, занятия. Техника на любую задачу можно выиграть, на любую. И горы, и лес, и адрес. Здесь же глава Чечни встретился с молодыми бойцами из рода Кадыровых. Они на протяжении нескольких месяцев проходят интенсивную военную подготовку. В ближайшее время им предстоит сдать один из главных экзаменов в своей жизни. Рамзан Кадыров побеседовал с юношами в преддверии будущего испытания. Молодежь. Check the old actually. Sen har rätt att för oss. Jag tror att då fast det vår checka экзамен там мало. Да ну здесь. Яш? Готовы ли они там сдавать экзамен? Так точно. Да. Так точно. У нас вот сейчас на сборы мы вылетаем. Программа полностью под них подготовлена. Там уже начнут они готовиться прям по вопросам. И что касается теории, по возвращению сразу они сдают. По физической подготовке они готовы. По узлам, по всем которым, это у них вот есть время подготовиться. В декабре сейчас все будет видно. Все сейчас в их руках, шеф. У них сейчас все условия вы им предоставят для того, чтобы они максимально сдали все экзамены. У них сейчас все условия. Утвержден Кабинет министров республики. Рамзан Кадыров провел совещание с руководителями ведомств. Глава региона отметил, что по многим направлениям достигнуты хорошие результаты. Однако работа некоторых министерств оставляет желать лучшего. Тему продолжит наш корреспондент. Заместитель председателя правительства и министр экономического, территориального развития и торговли больше не одно лицо. Здесь же стало известно и о других кадровых изменениях. Обращаясь к кабинету министров, Рамзан Кадыров заявил, что современные реалии диктуют новые правила регионального управления. Поэтому в реализации государственной политики необходимы новые подходы. По словам главы Чечни, самой ошибочной для руководителя является личная оценка своей деятельности. Оценка населения – вот самый объективный критерий. Так, в составе правительства вводятся новые должности. Заместитель председателя правительства Чеченской Республики, осуществляющий взаимодействие с правоохранительными органами, силовыми структурами и органами местного самоуправления на территории Чеченской Республики. Министр экономического и территориального развития и торговли Чеченской Республики. Одновременно из состава правительства исключается должность заместителя председателя правительства Чеченской Республики. Каждый дом, бисенча министр, резал что дом. Бизнес, каждый больше. Правительство, действительно, Балбеш Хайошу, Драхдона, Болхки, Собал, Бешерер, Бол, объем работы, Экетшерер, объем работы, Экетер Богу, новый подход, еще какой-то, что ехал до Балбеш Болчар, Гедона, Ша Балбеш Вуэлле, Шаншин, оценкалуш, виженцар. Когда он начинает ставить сам себе оценку, и плюс оценка высшая, из не вверх тянет его, а к дну, он начинает обвинять,
ко мне предвзято отношение у председателя, у министра. И он все результаты работы, да, все он строить цабархамы, он привлекать инвестиции, брать на себя ответственность, кредит, инвестор, короче, совместно, ответственность, и намного, халдудас, мусуавар. Сандела, председатель правительства Алир, Шенмал, там правительство Халуа, утилитирующим, да, но в начале 2017 года, да, я буду делать изменения. Бог, ну, имейте в виду ключевые министерства, ключевые министерства, ведомства, теперь результаты работы, деятельности, хаджа, хинзама бюджет, на all issue, when хинзама изменения щичи, не сидят, в начале 2017 года, хар йол атмосфера, хильчи, ялах, ющалах, я буду делать изменения. Из-за того, что ты патриот, из-за того, что ты любишь народ, республику, исходя из этих соображений, тебе дали возможность поработать, ты должен меняться в лучшую сторону. По словам Рамзана Кадырова, нестабильная ситуация сегодня складывается не только в России, но и во всем мире. Однако это вовсе не причина для того, чтобы сидеть сложа руки. Напротив, это лучший повод для поиска новых методов и путей выхода из кризиса. Эта формула была доказана несколько лет назад, когда на Россию посыпались санкции со стороны западных государств. Страна справилась, поэтому задача каждого – работать с полной самоотдачей. У каждого министра мухал есть что. Хмет надо, хар буабина, хмет тотсен хоккал, хар позитивные изменения, хмет хар харю, хар бюджет, хар инвестиции, хар иштю. И мацхерду, если мы будем открыто работать со всеми. Щин бабата вечно, шавегедон. Нахига больше Бог, и цнаси и хабеш Бог. أكبر وبوا نور بس ده هذا صوت وي ده تعدله هو لنا مرأي ويخل أكبر بوا نور بس ده وبريد نايول يبريد نايول شو أخدان هم ما تدوا и абсолютно он не стремится взять на себя ответственность. Почему? Потому что за кредит надо отвечать. Или сельхоз направлений, мюльху башу лезно, вем борг усугублять было интересно. Там ключевое министерство ведомств, царь особое внимание халиещу, царь особое отношение халиещу. Царь Бог подход совсем к халиещу. Иш, вот угзандон. Бога еще. Тогда поддерживать его предложение, руководство, председателя, озвучить первого вице-премьера. Имейте в виду, в начале 2017 года в Ицхене Дага Таганлерию Бог отношения хала, Бог, особый акцент на ключевые министерства, ведомства и по остальным тоже. И плюс, администрация четко Бог, до этого год поставил так, на такой уровень, что малейший даст, малейший حاجة حاش بعلمو بدو حاش خدو حاش موشك طولو حاش и там дошел администрация Хрячин, Бабишек, там дошел секретариат Хрячин, Бабишек, и там тоже будут изменения, и требовать будут, конкретно, Ой, команда, ой, патриот, ой, навас, ой, Бош. И хора ма ясан, ой, ла,
يقولوا حيجن بوعبور عشر شيء حكي يقول شيء بقى خل حسن عن بوك يقول شيء حسن صول ولا حيجن دون بعن هدو أج نوداد تن 15 لت يوديت النستحي 15 لت برمينا دون حريقتي دون تن حسن خليل دات أولي значит придется проверять أولي ويلخوي الله راس تندير دون да ويتنا وسيدو ну имейте в виду вы Бог صوت ببيشبو وين بوق أحيك بيشتو وهو دينا دون أدمي داخل صوت دخلت يشتو وحال دك خلق شدو دون. Несмотря на вполне заметные позитивные изменения, уровень безработицы, который за несколько лет удалось снизить практически на 60%, Кадыров здесь отметил, проблемы остаются. Здесь глава Чечни озвучил пример продуктивной работы руководителя, которому удалось заметно улучшить показатели возглавляемого ведомства. Даже элементарно безработица у нас 10,2 дон. Представь, дон. Если дон, глава община 76% в безработице, дон. Моцал лёг рождаемости, моцал нах дух цабяхновой и плюс дон, таган 10,2 дон. Ну и за духю и 10,2 дона. دون أتصلون безработица دون وعيا لويدس. البروبلم شوارتيو. البروبلم حالش تيجيشو. ويرش تيجيشو أصلاً. ويديش نعيش حالش تيجيش. سامورش تيجيش أصلاً. هورم شاشة волчуах. Бабич балуэ. Хочу похвалить Ильхама Абдуллаевича за его деятельность. Министерство здравоохранения стало узнаваемой лучшей стороной. И к нам приезжают лучшие специалисты. Вот сейчас мы недавно привезли специалистов из Москвы. Они говорят, у вас лучшие специалисты. Почему ваши граждане ищут в других местах лечение, обследование проводят? Профессора, доктора, вот вчера я тоже разговаривал, встречался с людьми, известными во всем мире, дают высокую оценку. И вы селхан, вы здравоохранение, чулаттахана уже каждый день, поэтапно, по ступенькам, от самый сложный ушел, здравоохранение, уже позитивные изменения, уже гангуш. Уже за короткое время самые необходимо нужных 3 объекта запустили. У нас новейшее оборудование. Специалисты, и специалисты тоже есть. Главное, население надо довести до диспансерации ГИЗа, чтобы люди проводили обследование, медобследование. Чтобы в последующем у нас не были тяжело больных, неизлечимых. Любая болезнь, 99,9% излечима. И кармаин лечит лучше. От 3-й до 4-й стадии ячена хавох, так он лечит цело. Независимый специалист болечи, так он ешал, прогнозичи. Каждый месяц, каждую неделю, каждый день у нас есть позитивные изменения. Боляешь, хлечи, Бог было. Боляешь, вати, Бог забыло. Уже до Арселан Томин конференции Бандоша они договорились по нескольким направлениям, нам окажут помощь, в самом необходимом направлении. Кардио, выжили, спортивные, самые лучшие специалисты, доктора, ученые изъявили желание с нами работать, помогать нам в самых сложных направлениях. Несмотря на очевидные проблемы, в целом Рамзан Кадыров дал положительную оценку работе Кабинета министров. Однако, по его словам, даже достижение хороших результатов не является основанием для прекращения активной работы. Требования растут ежедневно, соответственно, и планка становится выше. Поэтому от каждого руководителя требуется максимальная самоотдача.
деятельность правительства я доволен. Но война, там, хагу, что ситуация, прогноз, новые вызовы. Мы думаем, что все, мы справляемся, мы набираем темпы, мы решаем вопросы. Бош ашляха, войн гущал вызовший проблемный дом, уж намного дом, она страшнее дом и серьезные. Цундела, вы ваш амад, вы ваш разрабатывать, вы стратегии, хитсах, изменить, мелла хором, каждый человек, это ответственность, что баба бежу, мосу аур, а холоду ваш, на масса балбаш, бу, а мы так кровохон, за рулем, маламел дом, вошдом. А вообще, если посмотреть, я масса варвар, что я мне очень фудастан. А если ладу вол, человек дом, вол, что дом, я моя чаши, по телефону, что дань, что вайла. Det var mellan dagen, var Moldus, lade ge sjuk, men masala dagen. Och det är ju då all. فمسو أوروي لرتلاح مسو أوروي دون حوص ها وين سنت يعب نباني يرش صاحو الدنيا تحل تعم دات دون وين سنت يعب وين سنت دي نوحشي شواح تحل تعم خديش ياتخ شابك إيش تعشو بينوكال ياسداس دون По словам Кадырова, Чечня уже много лет является объектом необоснованных нападок со стороны СМИ, настроенных против региона и заинтересованных в дестабилизации ситуации в Чечне. И поэтому любая положительная инициатива руководства региона преподносится в негативном свете. Одним из последних примеров является контроль над проведением свадеб, по словам Кадырова. Власти заинтересованы в том, чтобы обычаи народа сохранялись. Этим и объясняется принятие подобных решений. Динара Мурадова, Седа Сапарова, Дени Хавхаров при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Новости. А в парламенте сегодня обсуждали принятие решения о даче согласия главе Чечни на назначение ряда чиновников. Депутаты парламента единогласно проголосовали за Бекхана Таймасханова в качестве заместителя председателя правительства республики, полномочного представителя Чечни при президенте России. Хасана Хакимова, который теперь является заместителем председателя правительства республики. Абдулла Магомадов, Муса Дадаев, Галас Таймасханов и Усман Расуханов также остались работать в качестве руководителей прежде возглавляемых ведомств. Магомед Даудов поздравил их с назначением и пожелал им достойно трудиться на благо чеченского народа. Под председательством главы республики я совещание, министр ИО представки юкцин дайок шхицем бешал. Ключевой министерство именно парламенту согласие лучшего министерства сега шей хилч меттиха министерша Иш Эчабар Диагардар, председатель правительства. Диагара Жуапа Делер Пачо. Дегду аж богчки парша Ала Алир Шайн Лучки пара правительство кабинет дон Шайн. Квалли Шейх Халва ша аж богчки пара диана утвердитирию. Ну цамду с 2017 года целарло швег министр велери милвелери диана изменение шириала. Да, муардиана, вай пача. Аллах амтиаду пачвачулла. Олсумия пачвачулдиана шихал ولاين. اتخلق عن ديك نجم الغروتية. تيجي حبايدي من الغروتية على ديانا وين لا وست خرج روشي يا وقت روش Рамзан Кадыров призвал объявить 2017 годом единства и процветания. Публикацию, посвященную этой теме, глава Чечни выложил в Инстаграм. По его словам, вся страна сегодня должна сказать «нет» действиям, которые могут расшатать основы нашего государства.
Россия помнит революцию 1905 года, февральскую и октябрьскую 1917 года, гражданскую войну, репрессии 1937 года, Беловежскую пущу. Помнит многие другие потрясения, приведшие к национальной трагедии, многомиллионным жертвам, ослаблению государства, утрате научной, творческой интеллигенции. Наконец-то страну возглавил человек, который говорит решительное «нет» любым попыткам в очередной раз расшатать ситуацию, бросить отечество к ногам наших недругов, а на самом деле откровенных врагов. Это президент России Владимир Путин. Пришел день, когда мы все, как один, обязаны также сказать «нет, нет и нет» любым действиям, способным отрицательно сказаться на политической, общественной ситуации внутри страны и на международном положении России. Для этого нужны действия, нужна вера в свое отечество, Россию. Я призываю всех и всех объединить наши усилия, сделать все, чтобы наступающий год стал годом мира, стабильности, согласия и развития. Важно начать с каждого населенного пункта, района, республики, края, области. Наша страна состоит из десятков субъектов. Если в каждом регионе будут господствовать мир и согласие, Россия начнет уверенное движение к процветанию. Мы объявляем, что в Чеченской республике будут работать над реализацией этого плана. Уверен, что вы все, кто любит, ценит и дорожит Россией, поддержите этот призыв. Всем сейчас внедряют. 2017 год, год революции. А мы должны говорить 2017 год, год единства. Мы наоборот должны делать свои призывы. Единство, вместе, братство, сила. Мы призываем всех объединиться вокруг интересов нашего народа и нашей Родины. Мы победим! Вот как прокомментировал призыв главы Чечни его пресс-секретарь Альви Каримов. Я хотел бы сказать, что инициатива Рамзана Ахматовича объявить 2017 год годом мира, стабильности, процветания и согласия в России, она основана на глубоком опыте, на результатах работы, на том, что в Чеченской республике удалось за короткое время, несмотря на то, что она лежала в руинах, на то, что она раздиралась противоречиями, на то, что очень много действующих сил было, которые враждовали между собой, благодаря тактике, политике, которую сперва основал первый президент Чеченской республики, герой России Ахмад Хаджи Кадыров, и продолжил нынешний глава Чеченской республики, его сын Рамзан Ахматович Кадыров, удалось достичь небывалой стабильности и согласия, чего нигде, никогда в мире еще не удавалось. Давайте вспомним начало XIX века, когда из Лондона, Вены, Лозанны и так далее и тому подобное, там готовили нам какие-то перевороты и так далее в России. И император российский, всероссийский, который, и кроме того, имел титул князь польский, царь польский, великий князь финляндский и так далее, десятки других титулов, сегодня, после этого, в начале 20 века мы утратили Польшу, Финляндию, потом, после Беловежской пущи мы утратили 14 государств, которые сегодня самостоятельные страны, и нам какие-то либералы и прочие навязывают еще какие-то, потрясения. Этому нет и не должно места в России, говорит Рамзан Ахматович Кадыров. Он призывает все здоровые силы к тому, чтобы они сплотились вокруг национального лидера нашей страны Владимира Владимировича Путина. Он призывает к тому, чтобы трудились и добивались того, чтобы Россия шла к процветанию.
Заместитель министра иностранных дел России встретился с освобожденными членами экипажа российского судна «Механик Чеботарев». Михаил Богданов выразил благодарность руководству республики за то, что земляков удалось вернуть на родину. На встрече присутствовал и советник главы региона, депутат Госдумы Адам Делимханов. Подробности в следующем сюжете. Андрей Крынин, Станислав Сироткин и Валерий Савицкий. Эти имена, мелькающие на первых полосах газет, знает уже чуть ли не каждый житель страны. Моряки долгое время находились под стражей в Ливии. Но недавно арабская страна после переговоров с чеченской делегацией во главе с Адамом Делимхановым все-таки освободила членов экипажа «Механик Чеботарев». Долгожданное возвращение на родину началось с посещения нашей республики и беседы за чашечкой чая с Рамзаном Кадыровым. А сегодня моряки встретились с дипломатами в Министерстве иностранных дел. Не открою секрета, если скажу, что для вызволения наших соотечественников, оказавшихся в непростых жизненных обстоятельствах вдалеке от Родины, была проделана серьезная работа, потребовавшая особого напряжения сил с учетом сложной ситуации в Ливии, вызванной продолжающимся там острым внутриполитическим кризисом. Для этого были задействованы все имеющиеся возможности. Привлечено множество самых разных людей, включая иностранных друзей и международных партнеров, откликнувшихся на наши обращения и помогавших урегулировать эту чувствительную для нас гуманитарную проблему, в том числе с выходом на самый высокий политический уровень. Особую же признательность хотел бы выразить руководству Чеченской Республики, лично главе республики Рамзану Ахматовичу Кадырову, его представителям, члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Сулейману Садулаевичу Горемееву, депутату Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Адаму Султановичу Делимханову, его помощнику Льву Леонидовичу Деньгову, а также председателю Российско-Ливийского делового совета Ария Аршавовичу Абрамяну. Их живое участие в судьбе моряков, оказанную реальную помощь в освобождении наших соотечественников трудно переоценить. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Ильич Лавров просил меня передать через вас соответствующее благодарственное письмо Рамзану Ахматовичу Кадырову. Еще раз всем большое спасибо. Я хотел бы передать письмо Сергея Ильича Лаврова, руководителю Чеченской Республики, с благодарностью за ваши усилия, за очень успешную миссию, которую вы осуществили, помогая вернуть наших соотечественников на родину. Так что еще раз большое спасибо. Служим России. Действительно, мы благодарны Владимиру Владимировичу Путину, главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, Министерству иностранных дел. Вся эта совместная работа была проведена. По словам Адама Делимханова, освобождение членов экипажа «Механик Чеботарев» было делом чести. Как отмечает депутат Госдумы, Россия никогда не бросает своих граждан в беде. Была поставлена задача, и, слава Всевышнему, мы справились и сделали то, что нужно сделать. Наши моряки в полном составе сегодня в России. Россия никогда не оставляет и не забывает в сложный момент своих граждан. Вот это самое главное. Вот какой самый момент самым сложным был за эти долгие месяцы? Момент ареста, наверное, был самый сложный. На допросе это уже через когда нам 4 дня. предъявили обвинение. Когда привезли в прокуратуру первый раз, тогда там уже все объяснили, был переводчик. Переживали сильно, признаются коллеги моряков. Находиться под стражей на другом континенте с условиями под стать – судьба незавидная. Новости о возвращении моряков в Астрахань ждали почти всем городом. Тревога была просто не описать, потому что, сами понимали, что там есть законное правительство, есть какие-то формирования, куда наши люди попали, что с ними случится. Тревога была очень большая, очень большая. Вот за этих троих, освободили благодаря тоже Рамзану Кадырову. Дай бог ему здоровья и долгих лет жизни. Для нас, для философских, для всех был большой шок очень. Узнали-то мы почти в тот же день, когда сработало, они успели подать дистресс. На следующий день все уже были на ногах, пытались узнать какую-то информацию. Были, конечно, все в шоке, расстроены были очень сильно. Сказать огромное спасибо. Наверное, руководству МИД, руководству нашей страны Владимиру Владимировичу Путину, руководству Чеченской Республики. Земляки членов экипажа также выражают благодарность Рамзану Кадырову за усилия в освобождении моряков. По их словам, это лишнее подтверждение того, что государство защищает права и интересы своих граждан. Огромное просто спасибо Рамзану Кадырову. Мы же действительно увидели, что у нас есть братья. Братья рядом, которые могут прийти и решить
суровую, тяжелую мужскую ситуацию. Вот за это низкий поклон, я думаю, от всех астраханцев. Хорошо, что вы есть. Есть такой глава. Если честно, я не могу даже себе вот представить ту радость, когда он сейчас приедет домой к своему ребенку, к своей жене, к семье. Насколько это вот чувство должно переполнять. Это очень здорово. На самом деле очень только радостные чувства. Слава Богу, что все это закончилось. Спасибо всем, кто помогал. Руководству Чеченской Республики. Опять же, да, это большое мужество, отвага и только теплые слова благодарности от всех астраханцев. И опять же, может быть, как от женщин, да, как от матерей, большое спасибо, что помогли. Мы вот отслеживаем сейчас буквально каждый день, там, едва ли не каждую минуту, когда они вернутся уже в Астрахань. И здесь, конечно, вот реально большая благодарность руководству Чеченской Республики за то, что вот так помогали всю эту ситуацию разруливать. Наверное, не будет границ радости их возвращению и радости родственников также тем людям, которым сочувствовал, переживал, следил за всеми этими событиями. Часть находившихся на борту танкера механик Чеботарев вызволили еще в прошлом году по инициативе главы Чеченской Республики. С освобождением Андрея Крынина, Станислава Сироткина и Валерия Савицкого все наши граждане вернулись домой, к семьям. Рамзан Керимов, Дани Хавхаров и Зелим Закаев. Новости. Мастер-класс от ведущего хирурга в рамках исполнения поручения главы Чеченской Республики по повышению квалификации медицинских работников в детской клинической больнице номер 2 прошел мастер-класс, организованный Минздравом. Его провел главный эксперт Росздравнадзора Игорь Киргизов. Все подробности у нашего корреспондента. Напряженные взгляды устремлены на Игоря Киргизова. Молодые хирурги жадно впитывают каждое слово профессора. А на операционном столе лежит 8-летний Муса. Каждое движение врач совершает с ювелирной точностью, а помогает ему в этом современное медицинское оборудование. На этой ручке, смотрите, вот эта ручка, то есть она может регулировать, то есть и работает непосредственно, то есть хирург никуда не подходит, он прям может с рабочего места управлять процессами, те, которые проходят вот в этом электрохирургическом блоке. Тем временем у дверей операционной вердикта врачей ожидает мама пациента. В глазах женщины читается волнение. Она обошла клиники всей страны в поисках качественного лечения для сына. Операция может решить проблемы со здоровьем, которые преследуют мальчика с годовалого возраста. Через час из операционной выходят врачи. Улыбка на лице, а значит и слов уже не нужно. Муса в стабильном состоянии. Десятки медиков из нашей республики и со всего Северного Кавказа наблюдали за ходом этой операции и перенимали опыт. Новые знания, по словам специалистов, бесценны и позволят помочь еще не одному ребенку. Очень много полезного. В общем, почаще бы такие визиты, такие мастер-классы. Это колоссальный опыт, который благодаря таким специалистам такого уровня, то есть повод, почва, чтобы перенять у них много хорошего и, естественно, работать на пользу всего детского населения. Это уже второй визит Игоря Киргизова в нашу республику. Отмечает, что посещение Чечни с мастер-классами становится доброй традицией. Мы называем это даже не мастер-классами, мы называем это воркшоп, это наставничество в процессе обучения. То есть тогда, когда мы работаем с детскими хирургами, именно на их оборудовании показываем все его возможности для выполнения каких-то операций, чтобы наши дети получили это высокотехнологичную медицинскую помощь на высокотехнологичном оборудовании. И операции были менее травматичными, менее инвазивными. И дети быстрее восстанавливались после операции. На этом пребывание Игоря Киргизова в Чечне не заканчивается. Завтра он проведет мастер-класс уже на базе Республиканской детской клинической больницы. Также планируется, что гость прочитает курс лекций для врачей по актуальным проблемам детской хирургии. Аза Исаева, Рамзан Керимов, Адам Чекуев. Новости. Безответственность воспитателя или несчастный случай. В столичном детском саду Ирс ребенок получил серьезные травмы во время игры. Кто виноват в инциденте и какую он несет ответственность, разбирали на совещании, которое провела помощник главы Чечни по дошкольному образованию Зарган Кадырова. На встрече собрались все работники этой сферы. Ситуацией разбирался и наш корреспондент.
Вообще, я кое-что кремертю, шаять, и агент бемеришь, сурта цедает. Мы не углядели, Бог отцерк щеркатин. Как можно не углядеть, а? Этот инцидент произошел в детском саду Ирс. Для маленькой Медни Хабибулаевой пребывание здесь обернулось неприятностью. Мальчик с группы Мухаммед Насипов нанес физическую травму. Ребенок покусал девочку, в результате чего у нее образовались сильные гематомы. Все произошло в тот момент, когда ни воспитательницы, ни няни не оказалась на месте. В свою очередь, узнав о произошедшем, заведующая детским садом Луиза Закриева сразу вызвала педиатра и сообщила родным пострадавшей. Сразу же медсестра с обработкой и сразу же телефон не хайта. В зале собрались заведующие детских садов и начальники районных дошкольных образований республики. Немало вопросов к педагогам печально известному учреждению помощника главы республики по дошкольному образованию Зарган Кадыровой. Обед получите. Шундагар хала делсан судорог шүлел элчим медсестрай харицут я харшекан ихила эл халет хила халюетша нянки махт югар бохо чугулаша халюетчон эл кошин цахизар бох Ihom beren te adallat воспитатель нянка ариал хашела тем более эти белолуя цашим бала бацит бешцин и бог биеш хлвия шо это балгана يبغى بيشتغل بيش نقع شيء بيرن يقع تعالونا يقول شو بتدعيو تسانتو على دوغوتو بيش دي زاد يشبه بيش ما بو يبغى каждый чур цан хула ахо шо عشية цер бейрсан. Зарган Кадырова не понимает, как могут воспитатели относиться вот так безответственно к своей работе, тем более, если речь идет о маленьких детях. Подобное поведение недопустимо, считает помощник главы. Она призвала всех участников встречи в корне поменять отношение к своим должностным обязанностям, иначе будут предприняты соответствующие меры. В своем выступлении председатель комитета по дошкольному образованию Асланбек Джунейдов отметил, что в данном случае много неразрешенных вопросов. Необходимо детально изучить произошедшее, еще раз выслушать все стороны и только потом говорить о наказании виновников. Заведующий, что Бог будешь вот что был домовит вообще садик. انتقنا شو من يحتق لبيتك اشتيز صداوي هي اشول صون زين على كنزرج تصان نحتاج في شويه وقت نحتاج في شغل بتوجد أنا تيستين ذاك بعثت دواي أقلانا صار بقدر يتسوى دانا تعريش اللي راح اسمه جيت هيش نسلا فاين يقول سادي دادنا وحول بالله رمال الموضوع ده تعود يرشوا شيء يكون نبيسان هو. По завершении встречи председатель комитета по дошкольному образованию лично ознакомился с видеозаписями камер наружного наблюдения, побеседовал с педколлективом. После выяснения всех обстоятельств принято соответствующее решение. В результате проверки выясняется, что очевиден тот факт, что воспитательница халатно отнеслась к своим должностным обязанностям, без присмотра детей оставлять в детском саду нельзя. В результате данная воспитательница нами уволена. Также меры приняты в отношении руководителя данного дошкольного учреждения, которая сразу же не среагировала и не представила нам все факты и доказательства. Во всех учреждениях дошкольного образования республики регулярно проводятся проверки и аттестации сотрудников. По словам Асланбека Джунейдова, повторных профилактических мероприятий здесь не избежать. Что касается здоровья пострадавшей Медни Хабибулаевой, то девочка уже оправилась от полученных травм и благополучно ходит в садик. Элина Дадаева, Зелимхан Закаев. Новости.
В Грозном прошла 4-я конференция регионального отделения Общероссийского народного фронта. 5 рабочих групп рассмотрели результаты мониторингов, проведенных в области здравоохранения, ЖКХ, образования, безопасности дорожного движения и экологии. По итогам заседания участники подготовили ряд предложений, направленных на улучшение качества жизни жителей региона, которые будут представлены главе республики. Наша республика является в числе тех регионов Российской Федерации, которые наиболее качественно и своевременно выполняются майские указы президента. Но, тем не менее, наша рабочая группа уже по другим проблемам в ходе своей деятельности будет выявлен ряд проблем, которые мы считаем наиболее актуальными. Это касается и по безопасности дорожного движения. В прошлом году мы выработали предложение, чтобы были профинансированы на приобретение лекарств и лечение редких заболеваний. Предлагается продлить эту программу. В Грозном гостят китайские инвесторы. Они прибыли оценить инвестиционную привлекательность региона. Один из проектов, привлекший внимание гостей, это геотермальная станция. Известно, что она позволит вырабатывать энергию из природного тепла Земли. Слово Розане Цамаевой. Одним из первых китайская делегация посетила Грозненский государственный нефтяной университет. В ходе встречи с ректором Хасаном Таймысхановым гости интересовались проектами, разработанными студентами вуза. В их числе геотермальная станция, запущенная при поддержке ГГНТУ в прошлом году. Использование натуральных ресурсов и их реализация – вот что интересует Китай. В первую очередь нужно понимать, что Китай – это огромная страна, в которой очень большое население. Соответственно, нам приходится импортировать огромное количество продуктов, которые мы должны завозить из разных стран. Россия, как страна, в которой очень много натуральных ресурсов, сырье, все это у нас есть. Это огромная страна, и это возможность для того, чтобы создать новый бизнес. Представители китайской компании в республике в первый раз. Их в том числе интересует минеральная вода местного производства для дальнейшего экспорта в Китай. Также инвесторы рассматривают сотрудничество в сфере сахарной промышленности. У них неподдельный интерес инвесторский. Тут сейчас уже на ближайшее время договорились, что мы подготовим конкретное инвестиционное предложение. Мы можем построить им и геотермальную станцию, и организовать производство воды. У них имеется свое оборудование, они это сделают. Многие вещи они сделают дешевле, чем мы, допустим, те же тепличные комплексы, которые можно отапливать. То есть такой совместный проект, где что-то поставляют китайцы, вкладывают они, естественно, 100% инвестиций от нас, все технические решения. После презентации проектов гости уже, что называется, воочию смогли увидеть саму станцию, которая позволяет использовать для обогрева помещений, в данном случае парников, природное тепло. Построена она на самом крупном геотермальном источнике в Чечне – Ханкальском. Станцию отличает практически полная экологическая безопасность. Стоит отметить, что данные скважины относят к бальнеологическим. Это значит, что источники, используемые для обогрева парников, являются минеральными и могут использоваться для лечения многих болезней. На базе технопарка ГГНТУ предусмотрен их дальнейший розлив. Делегация смогла ознакомиться с этой технологией. Уже в ближайшие дни обе стороны подробно обговорят все детали сотрудничества. Розана Цамаева, Адам Чекуев и Дани Хавхаров. Новости. Сегодня днем на Старопромысловском шоссе при въезде в город произошла авария. Микроавтобус на высокой скорости врезался в дерево. По неустановленным причинам водитель не справился с управлением. Предварительно сообщается о 5 пострадавших. Они были немедленно госпитализированы. На месте работают сотрудники ГИБДД. Данное транспортное средство не относится ни к таксопарку, ни иным организациям для перевозки пассажиров. То есть ТС относится к частному физическому лицу. Все остальные детали устанавливаются экспертами, после чего будут ясны все наши результаты проведенной экспертизы, вследствие чего произошло данный транспорт ДТП. Экономический правовой колледж готовит новых специалистов. Здесь состоялась официальная церемония посвящения учащихся в студенты. Поздравить ребят с таким событием собрались их родители и официальные лица. Напомню, учреждение начало работу только в этом году. Магомед Ламаркаев с подробностями.
Лицензию на подготовку специалистов по нескольким направлениям это частное учреждение профессионального образования получило еще в июне. С этого дня сотрудниками экономического правового колледжа успешно была проведена профориентационная работа по привлечению абитуриентов. Набор студентов полностью завершили уже к началу учебного года. На торжественное посвящение будущих юристов студенты прибыли высокие гости. Директором экономического правового колледжа является кандидат философских наук Рамиса Барзукаева. В сфере образования она работает более 40 лет. Проводя экскурсию для гостей, Рамиса с гордостью отмечает, что все преподаватели учреждения обладают высшей квалификационной категорией. С большим азартом рассказывает и об оснащении аудиторий. Здесь в буквальном смысле создано все, чтобы учебный процесс проходил на качественном уровне. Увиденным гости остались довольны. Что мы видим? Хорошая материально-техническая база, отличный преподавательский коллектив. Любого нового образовательного учреждения – это новые рабочие места. Сегодня контрольные цифры у государственных образовательных учреждений они перегружены, и поэтому мы и даем разрешение и лицензии работать такими образовательными учреждениями с учетом, что эти образовательные учреждения будут соответствовать всем требованиям закона образования Российской Федерации. И также постоянно процесс образовательный он будет находиться на контроле Министерства образования и науки Чеченской Республики. Аслан Дааев – доктор юридических наук. В экономическом колледже он ведет специальные дисциплины в области юриспруденции. За свою 17-летнюю педагогическую карьеру он работал в нескольких странах континента и преподавал в разных европейских университетах. Свою работу именно в этом колледже он считает особенной. Наша задача – выполнить свою роль тем, чтобы их обучить на высоком уровне, чтобы они потом несли наше знамя воссоздания, восстановления государства и республики в дальнейшем. А и особенно, если те, которые будут выезжать за пределы государства, за пределы республики, они должны будут нас там представлять, чтобы наше, так сказать, имя звучало везде. Обучение в колледже проводится по 5 специальностям: правоохранительная деятельность, экономика и бухгалтерский учет, прикладная информатика, защита в чрезвычайных ситуациях, документационное обеспечение, управление и архивоведение. Лучшие условия, здесь лучшие преподаватели, которые некоторые работали за границей, нам очень приятно с ними работать в своем деле. Очень хорошие учителя, нам все объясняют, понятно бывает все. Форма обучения в зависимости от каждой специальности разная. В общей сложности в стенах этого образовательного учреждения студенту придется проучиться от 2,5 до 3,5 лет. Ну а в будущем руководители колледжа намерены расширить масштабы своей деятельности. Магомед Ламаркаев, Мансур Сааев и Ислам Расуев. Новости. В селении Толстоюрт открыли новую школу. На праздничное мероприятие пришли представители администрации и жители населенного пункта. Образовательное учреждение на 480 ученических мест построено за счет средств регионального фонда имени Кадырова и будет носить имя заслуженного деятеля науки республики Якуба Эсхаджиева. У нас есть проблема в республике трехсменное образование. И в контексте вышесказанного, я думаю, что нам необходимо открывать новые школы. Над этой проблемой усердно лоббируя интересы республики, работает наш глава республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Думаю, что все вопросы с образованием и с переводом под односменное образование в скором будущем будут решены. До сих пор в Толстоюрте функционировало лишь одно среднеобразовательное учреждение. Детям приходилось учиться в 3 смены. Теперь такой нагрузки не будет. В нашей школе прекрасные условия для обучения детей. В первую очередь у нас очень красивый спортзал, у нас очень красивая, удобная столовая. Школа оборудована в современных условиях, чтобы дети учились по федеральным государственным образовательным стандартам. От Терека до Дона. В Грозном завершилась 3-я межрегиональная конференция для обсуждения проблемы и перспектив возрождения казачества страны. В столице собрались представители всех республик СКФО. Как прошло мероприятие, расскажет Изнаур Заурбеков. Перед началом конференции все участники возложили цветы к мемориалу Аллея Славы. Сегодня мы находимся на Аллее Славы.
у музея Ахмада Кадырова. Для нас это, конечно, очень большой праздник, большое торжество. Сегодня мирное небо, сегодня все прекрасно здесь. Думаю, что наша конференция пройдет на высшем уровне. Межрегиональная конференция «От Терека до Дона» проводится уже 3-й год. В этот раз темой встречи стало возрождение казачества России, проблемы и перспективы. Заместитель председателя парламента республики Шаид Джамалдаев поприветствовал гостей. Этот проект, он весьма актуален, и вот с ним надо работать предельно осторожно и от души, всем вместе. По поручению председателя парламента Чеченской республики, Героя России Магомед Хожимовича, мне было сделано поручением пожелать нашей конференции успехов и плодотворной работы. Мы являемся вашими явными сторонниками. Конференция посвящена 26-й годовщине возрождения казачества России и проводится Министерством по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской Республики. В ней приняли участие представители казачьих обществ более 10 регионов СКФО. Такие конференции очень важны. Дело в том, что до сих пор идет непонятные разговоры и делим о том, что такие казаки. То ли это этнос, то ли субэтнос, то ли это сословие. Только на таких конференциях можно заявить о том, что мы действительно народ. Мы сформировались, проживая с горскими народами. Мы субэтнос русского народа, который служит на благо России. И наш субэтнос взял все самое лучшее. Если вы заметили, что у нас одежда похожа на одежду горцев, у нас танцы похожи на танцы горцев, хотя говорим мы на русском языке. Поэтому от сегодняшней конференции я жду только дальнейшего укрепления и понимания между нашими народами. За последние годы в республике уделяется огромное внимание развитию культуры казачества. Данная конференция в нашей республике проводится не первый год, это уже вошло в традицию. 3-я конференция, ежегодная межрегиональная конференция «От Терека до Дона». И проводится именно благодаря пристальному вниманию развития казачества как на федеральном уровне, так и в частности в нашей республике, поскольку по указанию главы республики Рамзана Ахматовича Кадырова в республике создана комиссия по развитию казачества до 2020 года. В рамках исполнения данных поручений проводится колоссальная работа, и праздник Наурская казачка, и все именно те праздники в традиции, которые у казачества были, все они развиваются, они приветствуются и поддерживаются. Во второй половине дня прошел круглый стол, где участники предложили идеи по развитию казачества. Гости выражают уверенность, что уже скоро можно будет увидеть плоды сегодняшней конференции. Те предложения, которые вошли в резолюцию, и планы, которые ставит перед собой правительство Чеченской Республики, обнадеживают, что у казаков Чеченской Республики большая перспектива в развитии. Говорилось и о создании газеты, освещающей непосредственно жизнь терских казаков на территории республики, и о включении атамана в состав Общественной палаты республики, может быть даже о создании комитета по делам казачества Чеченской Республики. То это будет большой помощью и следующим шагом в гармонизации межнациональных отношений на территории Северного Кавказа. Многие предложения, выдвинутые на круглом столе, будут включены в общую резолюцию конференции. Из Наур Заурбеков, Расул Арцухаев и Зелимхан Закаев. Новости. На этом все. Спасибо за внимание. Об этих и других новостях вы также можете узнать на наших официальных страницах ВКонтакте и в Инстаграм.